Все-таки странное обаяние есть в вокзальной архитектуре. Даже станция лагерной узкоколейной дороги чем-то напоминает старую дачу. Это станция Синдер, знакомая каждому, кто хоть как-то соприкасался с русской тюремной литературой. О ней писали и Демин, и Шаламов, и, конечно, особенно много Сергей Довлатов. Место притягательное по-своему, но и зловещее. И отсюда, с этих старых рельсов, начинается наше удивительное приключение, путешествие в до сих пор действующее наследие ГУЛАГа. Еще несколько десятков лет назад Республика Коми, тогда Коми АССР, являлась своеобразным лидером Советского Союза по протяженности железнодорожных линий. Только дороги эти были необычными, с узкой колеей, ведущей в самые непролазные топи и густые лесные чащи. Лесовозные, заводские, торфяные, военные, лагерные. Эти дороги, отпочковываясь от больших железнодорожных магистралей, словно ныряли в лес и тянулись к разным потаенным местам. Сейчас регулярное движение на них почти сошло на нет. И только местные умельцы поддерживают жизнь этих уходящих раритетных линий. Потрясающий образ жизни! Я такого никогда не видел и не мог себе представить. Это сарайчики, в которых местные жители хранят свои пионерки, то есть мотодрезины, на которой мы сейчас едем. Это точно так же, как вдоль реки стоят лодочные сараи. И каждый открывает ключом лодочный сарай и спускает свою лодку на воду. А здесь жители в буквальном смысле спускают на рельсы свои мотодрезины и путешествуют на них по лесу за грибами, ягодами, кому зачем нужно. Узкоколейный путь от Синдера в вахтовый поселок Невшера – ровесник начала строительства Северо-Печорской дороги. В 1937 году было проведено небольшое узкоколейное ответвление от основной трассы, по которому везли лес для нужд путейцев. Сейчас наша пионерка огибает болотистый берег реликтового Синдерского озера, остатков моря, когда-то шумевшего на месте равнин современной республики Коми. Насыпь, по которой мы едем, рукотворная, возведенная поверх 5-метрового слоя древних торфянников. Из-за стены кустарника по ее краям создается полное ощущение, что едешь в зеленой трубе, наполненной шумом дождя и ветра и бесконечным комариным писком. Заводимся. Вот, стоим, ждем. Я позицию займу, по моей команде начнем движение. Да, такого видеть нам еще не приходилось. Вот такой экзотический, удивительный природный объект. Мост посреди болот, узкоколейка, которая идет через топи и трясины. Это единственная дорога, которая здесь позволяет ездить всем. Местным жителям, рыбакам, охотникам и заключенным. Потому что, конечно, эта дорога наследие давних времен. И она до сих пор ведет в отдаленную колонию. Видно, что дорога знавала и лучшие времена. Когда-то здесь курсировало более 30 мотовозов. Каждый из них мог тащить до 5 грузовых или пассажирских вагонов. Теперь повсюду видны полузатопленные в болотах остовы подвижного состава. В непролазные заросли ведут заброшенные насыпи, которые теперь невозможно отличить от обычных холмов. Но и по сей день Синдерская узкоколейка остается самой длинной действующей дорогой такого типа в России. Большая станция Синдер стала последним остановочным пунктом нашего железнодорожного путешествия по Коми. Экспедиционный поезд подошел к административной границе республики. И скоро мы окажемся в землях, которые носят необозначенное на физических картах, но от этого не менее волнительное название – Русский Север.